Всем привет, мы просто ремонт, я Ксюша. Я Оля. И мы находимся на выставке Heimtextil во Франкфурте. И сейчас мы будем продолжать обозревать обои, которыми мы вас, наверное, уже задолбали, но мы надеемся, что вам было интересно, и вы с нетерпением ждете вот этих наших задолбаний. И обзоров еще нескольких стендов, которые мы не успели снять в предыдущих двух выпусках, которые вы можете увидеть вон там вот по ссылке. Традиционно эта поездка стала возможна благодаря тому, что мы с Ксюшей в униформе. В униформе компании Обойки, потому что это спонсор этого выпуска, так же, как и спонсор предыдущих выпусков и вообще всех выпусков, связанных с обзором выставки Heimtextil во Франкфурте. Погнали! Находимся на стенде компании Deca Print. С нами Питер, арт-директор этой компании. С нами еще Аркадий, представитель компании Экодека. Он будет помогать нам общаться с Питером. Ну и начнем мы, в общем-то, с вопроса, который мы задаем всем компаниям, вот, ну, которые нам интересны, которые интересны на российском рынке. Это новинки. Что вот такого самого бомбового вы показываете на Heimtextil? With Deca Print we make 4 new collections because we believe in 4 big trends. One of the trends is the Art Deco style, which is from 1920 till 2020, 100 years ago. На выставке Heimtextil 2020 компания Deca Print представляет 4 новые коллекции, потому что они верят в 4 тренда. Первая коллекция — это Art Deco, потому что 18-19 год — это год Art Deco, это новый возобновление тренда. The second trend is the floral and the tropical trend. А второй тренд — это тропический и растительность. The geometric, which is a third trend, which is staying with the textile, with nature geometric, we call it. Третий каталог — это геометрия, это натуральная геометрия. Yeah, and the fourth trend is really big trend, is a worldwide trend, is about ecologically and about recycling. И четвертая коллекция, которая отвечает новому тренду, это экологичности технологий. Это четвертый каталог, который представляет компания Deca Print. So the first one is a vinyl collection. Первая — это коллекция на виниле. Это виниловые обои, либо флизелин. Это совместная коллекция. А можно ли это сделать на Экодека? It's certainly possible. All our designs we can switch from different bases. Да, они могут, компания Deca Print может производить это на разных основах, на Экодека тоже. Ну, понятно, наверное, это если будет заказ от поставщика, и, короче, да, это уже такие не частный заказ, типа 3 рулона. Абсолютно. 3 рулона. Вы абсолютно правы, да, именно так. So this collection is always based on having a base of planes, which is about 14 different textile planes. Эта коллекция объединяет в себе 40 разных дизайнов, фоновых дизайнов. So the planes are mostly made, and one is the best-selling and neutral planes, and then every year we add the new trend colors on top in the planes and based in the motifs. Как и в каждый год, есть новые тренды в цветах, поэтому эта коллекция отражает цвета новых трендов именно этого года. Но причем эта коллекция отражает и прошлого, когда запеченный лосось был, и вот этого голубенького, который в новом году Пантон выбрал тренд. То есть оторваться все-таки какая-то продолжительность она должна быть, и то есть абсолютно нового прыжка с белого в черного тоже быть не может. Вы правы. That's why you see that if you have a design, you can have the plain, the light color, the dark color, and even the matching. Когда вы видите дизайн, вы можете выбирать и светлый цвет, и более темный цвет, и как они между собой взаимодействуют. It's also for the consumer easier to see what he can mix together in-house. It's already presented before. Это очень удобно для конечного потребителя, который может сравнить, что к чему подходит, и так строить свой дизайн, основываясь на каталоге. И действительно, они, несмотря на то, что они с принтами, они воспринимаются как фоновые. In the nature we have the soft colors, in the base colors, but also soft green, soft orange, and the soft reds. It's coming back. Вы видите, что цвета, которые используются в коллекции, они более светлые, они не являются очень интенсивными, и если это зеленый, это более светлый зеленый, то есть тона более мягкие. Приглушенные. Да. Even some people, that's why when you have a dark plane, some people also make the mix of only have a feature wall of a plane and another wall. А причем вот это же тоже. И именно о том, вы прекрасно поняли, Питер говорит о том, что можно совмещать и темные, и светлые цвета рядом, и они между собой, правда, очень хорошо и контрастируют, и дополняют друг друга, подчеркивают свои преимущества. That's something we see for the European market then, is that the colors are getting a bit more gray. And in some other countries they are a bit warmer. На разных странах присущи им разные оттенки.
оттенки. Например, для европейского очень важен серый цвет. То есть и он присутствует, но есть и более разные гаммы цвета, которые вы вот можете видеть, например, на этом развороте. А вот правда, для России какой больше? Вот, вы же знаете... For Russian market, you have for sure the beige color, which is the warmer beige color. Color number 1 in sales. Цвет номер 1 в продаже. Ну, потому что это обойки, да потому что это Санкт-Петербург. Не, ну вообще в России, да, бежевенький. Ну, если вдруг это первый ролик про обои, который вы видите на нашем канале, и еще не знаете специальный номер карты, по которому можно получить скидку 10% в магазинах Обойкин, то сейчас этот номер появится на экране. Вы можете называть его на кассе абсолютно смело. Эта карта официально разрешена к использованию всеми на свете. Так что называйте, получайте скидку. И наслаждайтесь богатством подешевле. Да. Мы находимся на стенде фабрики Emiliano Paratti. Это фабрика, которая производит обои для таких марок, как Ferre Home, Blue Marine Home, Cavalli Home. С нами Дебра Бенвенути. Спасибо большое. Честно скажу, мне иногда сложно произносить итальянские слова, потому что я не итальянка. Это дизайнер фабрики. Очень круто, когда нам удается пообщаться с теми, кто создает, в общем-то, эту всю красоту. Потому что это всегда интересно не просто вот посмотреть дизайн, а понять, почему и как они были созданы. И Венера, представитель фабрики, которая будет помогать нам в разговоре. Вопрос, который мы задаем на всех стендах. Что вот такое самое интересное, вот новинки, которыми хочется похвастаться, представляет фабрика? Buongiorno a tutti. Le novità di quest'anno che abbiamo presentato appunto in questa fiera 2020 sono la collezione nuova di Roberto Cavalli e la collezione di questo nuovo brand Blue Marine. Добрый день. Новинками в этом году для данной выставки являются Роберто Cavalli, новая коллекция, и новая коллекция, новый бренд Blue Marine. La novità, diciamo, di Roberto Cavalli è che abbiamo modificato l'altezza, abbiamo spostato dall'altezza 70 all'altezza metro, sicuramente molto apprezzato in Russia. Новинкой в коллекции Роберто Cavalli является то, что эта коллекция вышла в метровой ширине. И данная новость, конечно же, очень обрадовала русских клиентов. La forza di questa collezione di Roberto Cavalli, oltre ad aver cambiato l'altezza, è stata quella di creare una collezione che rispecchia al 100% l'immagine Roberto Cavalli, ma con un'eleganza e una raffinatezza che la caratterizza di più rispetto a tutte le altre che sono state fatte. Сила данной коллекции Роберто Cavalli, это 7-я коллекция, в том, что она полностью показывает, полностью представляет стиль Роберто Cavalli, именно бренд. При этом, то есть стиль полностью соответствует на 100%, но при этом эта коллекция коммерческая и она очень-очень элегантная, очень деликатная. Infatti, nonostante sia una collezione molto forte e ricca di argomenti come animalier, giaguari, però è rappresentata in maniera veramente raffinata da rendere tutto molto piacevole. И действительно, несмотря на то, что в данной коллекции очень много разных аргументов, как анималье и другие дизайны, она получилась у нас очень элегантной и утонченной. E per quanto riguarda invece questo nuovo brand Blue Marine, è un brand che nasce dalla casa moda appunto Blue Marine. Что касается данного нового бренда Blue Marine, то этот бренд рождается в доме моды Blue Marine. È un brand nuovo presente sia per quanto riguarda l'abbigliamento che per quanto riguarda la linea casa. Данный бренд представлен как в одежде, в линии одежды, так и в линии home. Qual è la novità di questo brand? La novità è che rispetto al Blue Marine
che abbiamo appunto già sviluppato, questo brand è più fresco, più giovanile, un pochino meno romantico se vogliamo, dato ad un pubblico appunto più giovanile e anche maschile se vogliamo. В чем изюминка данной коллекции? Это то, что данный бренд полностью отличается от предыдущих коллекций Blue Marine. Blue Marine является более современной, более молодежной и менее романтичной, можно сказать. И при этом она, естественно, подходит для любой аудитории, особенно для молодежи. È una collezione questa che può soddisfare un po' i gusti di tutti e anche questa, diciamo, una carta vincente che è fatta in metal. Это коллекция, которая может удовлетворить любой вкус, и я считаю, что она очень сильная, и все ее оценят. Мы находимся на стенде корейской компании P&W. Мы не уверены, что эта марка поставляется в Россию, по крайней мере, мы не встречали. Мы не встречали, но мы хотим о ней рассказать, потому что это действительно как сделать хорошо из того, что у нас делают какашку. Возможно, кто-то из вас знает поставщиков этой марки, либо знает, как это привезти. Пишите в комментариях. Ну, да, как сказала Оля, мы расскажем о особенностях. Чем нас привлекло? Смотрите, очень часто у нас хотят какие-то натуральные обои, пробка, какие-то там соломки и прочее, но часто это такая сделка с самим собой. Вроде хочется натуральное, но смотришь на эстетику, ну, И блин. как-то хочется, ладно, пофигу, натурально, давайте сделаем уже как-нибудь, чтобы Нормально, да. нормально было. А вот это не надо. Либо это получается такая хижина. Да. Вот тут реально крутые современные примеры. Все, что вы видите за нашими спинами, это все либо там пробка, либо какие-то там Соломки травки, переплетенные, то есть это все натуральное, но при этом это все красивое. Очень круто выглядит, очень современные, скажем так, какие-то узоры. Так стоит делать. И да, возможно, если у людей появится спрос на такое, а вот не на то, что вот эту вот пробку подрали и наклеили, возможно, это будет и у нас когда-то появляться, Да, наверное. если будет спрос, будет и предложение, это будет и поставляться. То есть мы за то, чтобы продвигать такие дизайны с использованием тех самых пробок, соломок и всего того, что понимают под экологичными материалами, использовать массово, и пусть это продается у нас. И там еще есть очень крутые дизайны, когда подложка — это фольга, а на нее как-то вставлена пробка. Это смотрится обалденно, и это дополнительный плюс для тех, кто боится новой фобии, Wi-Fi-фобия. Да, для тех, кто настаивает там на шапочках из фольги, для того, что нужно экранировать все от всего. О таких технологиях мы еще расскажем, или уже рассказали. Ну, здесь это тоже есть, поэтому об этом мы не можем молчать. Да, то есть фольга — это дополнительная защита от излучения Wi-Fi. Где твоя шапочка? Я не боюсь Wi-Fi. А зря. Cuando bailas, you give me everything, yeah. I like it when you let me drink you in, yeah. Cuando bailas, you give me everything, yeah. I like it when you let me drink you in, yeah. Blooming is a tropical collection, but I wanted to take tropical to a next level, which means a bit more high level. So I didn't go for the real tropical animals and flowers. I made it rich and modern, one in color, in effect, and also in design to have more refined and very fine structures inside of the tropical feeling. The colors are tropical, but the designs are a bit higher. Питер, создавая коллекцию Blooming, которая посвящена более тропическому мотиву и растительности, попытался и постарался уйти от традиционного восприятия, что такое тропическая растительность, и выйти на более высший уровень, то есть используя определенные цвета и их взаимодействие между собой. So you see, we went for the tropical flowers, but we kept the finance and the details a lot fine. Вот о чем и говорил Питер до этого, то есть используется тропический мотив, но детали и прецизиозность исполнения имеют куда большую детальность. Same for the plane, you know, everyone knows the skin, which is a tropical plane, but what we did is we made it a lot more smaller. It's still a very skin, but made in a softer, more equal wool. Что касается уни, либо по-другому мотивов, они тоже пошли путем более уменьшения, как бы масштабирование становится намного меньше, и он тогда получается более такой гладкий, более последовательный, без перепадов. Вот то, что вы видите в данном случае. То есть фактически однотон. Цель однотон, который имеет и определенный рисунок, но он является более таким спокойным. Но крутые цвета. The wood, which is a tropical wood, Это тропическое дерево. but we made it tonal in colors, and the optical effect of the wooden blocks is still there. Это оптический эффект из другого исполнения тропического дерева. An added motive on a geometric
But the idea was also from the wooden blocks, but we pured it, so you only have the outline which is coming back. Это как будто из дерева сложенные блоки, да, штабилированное дерево, ну и дополняющий дизайн, штабилированное дерево, как геометрического решения дизайна, который прекрасно подходит для данного мотива. Tropical as well, what we did is on top of the vinyl, we put it a suede effect to have a soft leaf on top of it. Ой, они же объемные. Да, вы абсолютно правы. Прям как будто бархатистые. Но это винил. На винил было дополнительно положен слой, о котором знает только Питер и его команда. Опять секретики. И когда вы трогаете его, вы чувствуете вот эту бархатистость. Да, бархатистость и дополнительный, как говорится, объем. You see here you have the image, you see that you have still the wooden blocks, but we made it a lot more rich. Это перед тем представлены те же блоки из дерева. Другой колористики, тропическое дерево, как это видит. Как срез, да, получается срез, как-то геометрически. Да, если вы потрогаете, вы опять почувствуете тот же эффект объемности определенных мест в дизайне, что дает на самом деле такой 3D-эффект и представление этого. This is digital. Это цифровое панно. So we also make digital panels, which is here, for example, a landscape. Вы можете видеть панель, которая представляет ландшафт. Ландшафт, спасибо. And here also, and we made the digital panel, so after 2 meters, it's again repeatable. So if people have 4 meters or 6 meters, they can have. Вы можете повторять, да, что 2 метра будет повторяющийся дизайн. Панно состоит из двух полотен, каждый из которых метр в ширину, и дизайн это 2 метра, но если у вас стена, например, 4 либо 6 метров, вы можете повторять эти 2 полосы, и у вас получится очень интересно. Непрерывный вид. Да. Получается вертикальный раппорт через 2 метра. 2 метра. Горизонтальный. Да. Горизонтально. Да. Горизонтальный. Опять это Олина математика. Но леопарды тоже создают как будто бы узор, то есть в массе они Рисунок. выглядят каким-то узором, рисунком. And then, of course, in the tropical, you need the green as well. И если это тропики, там должен присутствовать зеленый цвет. Да, конечно. Мы находимся на стенде финской компании Sandot. Тут мы будем обозревать не новинки. Эта коллекция уже представлена давно и в разных интерпретациях повторяется уже многие годы. Но, тем не менее, мы не хотим ее не отметить, как, с нашей точки зрения, очень-очень удачную. Это детские коллекции, в первую очередь. И, конечно же, какие финны без мумитролей. Здесь их много, здесь они разные, и здесь они потрясающие. У меня предвзятое, возможно, мнение. У меня лично в детской обои из этой коллекции уже 8 лет. Они мне потрясающие, кажется, достаточно универсальные и нейтральные. Для детской, для взрослой, тех, кто есть же фанаты троллей, муми-троллей. То есть вроде и звери, но все они достаточно нейтральные. То есть есть поярче, есть потактичнее. Но все равно здесь такие фоны потрясающие, Хорошие, да. хорошего цвета. Опять же, бумага, как многие любят. У меня такое ощущение, что эту бумагу можно мыть, потому что она какая-то такая очень, как вощеная. Ну, они же такие милые. О, какой бордюр, смотрите. Тонкий, корректный, красивый, розовый. И вот они. Вот они, мумитроли на деревьях. Да. Вот они в разных цветах, серый, синий. Честно скажу, это мой фаворит абсолютнейший. И вот такие обои у меня лично в детской, на мой взгляд, они потрясающие. И вот эти тоже хорошие. Давай еще один. Это как это? Книга 2. Путешествия мумитролей. Ну, по сути дела, мотивы повторяются, просто чуть в разных цветах. И... Мотивы повторяются, потому что это же оригинальные иллюстрации. Да. Ну, карта вообще. Да, и вот она вот очень серая, тактичная такая. Вот это класс. Можно искать любимых персонажей, любимых героев. И опять деревья. И опять деревья. И это не еще, я еще один каталог видела с мумями. Он более такой графика, живопись, то есть там немножко другой вид тиснения. Ну, я думаю, вы можете зайти в магазин, попросить каталоги и посмотреть все, выбрать что-то для себя. И тут еще есть цветы, помимо мумитролей, есть цветы, потому что... Скандинавы вообще, и финны в частности, да, финны, конечно, Финляндия территориально не относится к Скандинавии, но... мы считаем традиционно, что это Скандинавия. Но скандинавский стиль у них там распространен. Большой ролик про скандинавский стиль и почему Финляндия — это скандинавский стиль. У нас есть в нашем проекте просто ремонт-инфо, ссылку на него мы регулярно оставляем. Но не суть. Кому близок этот истинный скандинавский стиль, можете обращаться к этой фабрике, так как финны достаточно традиционные, и даже в новых коллекциях у них всегда будет... Они никогда не уйдут кардинально в другую сторону, даже впитывая окружающие тренды.
смотрите, выбирайте, тут очень большой выбор истинно скандинавских обоев. Потому что цветы у них, опять повторюсь, очень крутые. Прям очень. А может, покажете какие-то вот там конкретные принты, может быть, самые вот интересные, близкие вам? Questo è appunto il catalogo Это каталог di Biblu Marine. Библию Марин. Sono presenti questi disegni che troviamo in tutta la linea Home di Biblu Marine. Здесь представлены дизайны, некоторые дизайны, которые мы найдем во всех линиях Home Blue Marine. Come possiamo vedere in questa foto, anche tutta la linea casa ha presente gli stessi disegni. Как можем увидеть на этой фотографии, вся линия Home представлена этим дизайном. Come dicevo, appunto, all'interno della collezione poi sono presenti argomenti anche più moderni. Как уже я говорила, также внутри есть более современные дизайны. Con appunto damaschi, disegni geometrici. Дамасские, геометрические дизайны. E anche un tropicale. И также есть тропический дизайн. Dove la forza vincente, diciamo, di questo tropicale è che è diverso rispetto a tutti i tropicali che ormai sono già presenti. Где отличие данного дизайна в том, что она действительно отличается от того, что представлено уже на рынке. E ha una lavorazione tecnica che permette che in base a come cade la luce il parato, diciamo, si illumina. Техническая обработка позволяет увидеть под разным углом отражение света. Crediamo molto in queste collezioni, in tutte le collezioni che abbiamo presentato, perché abbiamo collezioni che possono soddisfare un po' tutti i gusti, dal classico al moderno. Мы верим в наши коллекции, во все наши бренды, во все наши коллекции и знаем, что они для всех, любого покупателя, на любой вкус. А можно еще вопрос? Дебора Жана дизайнер, поэтому она, наверное, понимает, куда дальше идет мир обоев и какие принты, какие стили будут дальше в следующие года. Secondo me il trend sarà sempre di più verso un moderno, ma con sempre quel tocco di eleganza e di sciccheria, diciamo, non so come potrei tradurre. Считаю, что тенденция это будет идти в сторону современного, но при этом будет какой-то уровень шик. La classe, diciamo che non deve mancare, l'eleganza non deve mancare, però diciamo cercando sempre qualcosa di nuovo e di diverso che sul mercato non c'è. Потому что определенный уровень шика должен всегда быть в наших коллекциях, во всех коллекциях, элегантность. И считаю, что должен удовлетворять любой вкус. Ed è proprio questo che noi come Emiliana Parati cerchiamo di fare sempre, tutte le volte che creiamo una collezione nuova. И очень важно то, чтобы выходила коллекция, выходили дизайны, которых нет еще на рынке, и поэтому мы прикладываем все усилия. Non ci fermiamo mai, siamo sempre alla ricerca anche di nuovi materiali, nuovi studi per arrivare, diciamo, dove magari altri non sono ancora arrivati. Мы никогда не останавливаемся, никогда не стоим на месте, на достигнутом не останавливаемся и всегда работаем над тем, чтобы разработать какие-то новые технологии, новые эффекты и быть всегда первыми. Еще вопрос. Дебра, а видите какое-то отличие в запросе итальянского клиента, российского клиента, ну и, наверное, немецкого клиента, так как мы вот в Германии? Sì, noi diciamo che vediamo le richieste di tutti i nostri clienti e cerchiamo di soddisfarle tutte, perché ovviamente il russo ha una richiesta più classica, l'europeo ha una richiesta un pochino più moderna, quindi cerchiamo di soddisfarle tutte, non dimenticandoci mai dell'eleganza del Made in Italy. Да, конечно же, мы всегда прислушиваемся к мнению всех наших клиентов всего мира. И если вы взяли две страны, то Россия, да, это, скорее всего, более классический стиль, а Германия более современный. И мы стараемся удовлетворить потребности всех рынков, всех стран, и при этом никогда не забывать, чтобы эта коллекция была очень элегантной, с изюминкой Made in Italy. А итальянцы? Самобытные или они ближе к Европе? Или... Sicuramente gli italiani sono più vicini all'Europa come gusto, dopodiché quello che è l'immagine del brand, che magari un Cavalli può avere un brand, un
una caratteristica più vicina ai gusti russi, anche l'italiano l'apprezza, perché comunque poi il brand caratterizza di per sé quella che è la Да, collezione. в первую очередь можно сказать, что более современный стиль свойственен итальянскому рынку, но при этом, например, если возьмем бренд Роберто Кавалли, который очень ценится русскими, он также ценится итальянцами. И последний вопрос. Дебра, если бы вам нужно было выбрать, допустим, себе домой только один принт вот из всех этих коллекций, что бы вы выбрали? È una bella domanda. Это очень интересный вопрос. Sinceramente io probabilmente dividerei la mia casa con una parte Biblu Marine e una parte Roberto Cavalli. Честно говоря, я бы разделила свой дом и в одной части наклеила бы Роберто Кавалли и в другой части То есть прямо вот, если один, допустим, вот из этого каталога. Un disegno di questo catalogo, questo. Вот это. Ваш личный фаворит. Questo mi piace moltissimo. Questa è la tua priorità. Sì. Спасибо большое, Дебра. Grazie a voi, grazie. Мы на стенде компании York. Это американская марка. Вообще американские обои, они достаточно специфические для российского рынка, потому что они очень тонкие, их сложно клеить, они там заранее с нанесенным клеевым слоем. А еще они как очень дорогие, поэтому, наверное, Очень когда... долго идут, да. Да, и когда люди видят вот эти тонкие маленькие рулончики, они, наверное, думают, за что мы платим такие деньги? Ну, И- ощущение, короче, какой-то самоклейки. Не суть, это не самая популярная тема, но мы все равно хотим снять кусочек этого стенда, потому что тут представлена коллекция, ради которой, нам кажется, стоит заморочиться и с таким достаточно сложным продуктом. Это детская коллекция с популярными достаточно героями, потому что обычно обои в детскую это такой как бы спор, то есть пойти на вот этих всех ядреных принцесс, которые будут такие ядрено-розовые. Эльс, Ан, Да, там «Звездные супергероев войны» и прочее. каких-нибудь. Либо уйти вообще из детской темы, либо окей, мы оставим детскую тему, ну, в виде каких-то там ненавязчивых мишек и прочее. Так вот тут присутствуют пресловутые Эльзы, Золушки, «Звездные войны», герои комиксов. Но Они очень деликатные. и они очень корректно Да. по-дизайнерски вписаны. То есть это действительно очень красивый издалека принт, при этом подходишь, смотришь, и все Ой, те действительно, пресловутые, да, герои тут есть. При этом это не растиражировано, как у нас берут вот эту Эльзу, берут ее так дын-дын-дын-дын-дын, вот. Ну, то есть из этого сделан именно дизайн, а не просто напиханы там Эльзы и Микки Маус, Да. как сказать, наплеваны на обои. Поэтому стоит на них обратить внимание. Bohem is the Art Deco collection. Коллекция Bohem — это art-деко. Here it's another substrate as well, so we have fibrous non-woven, it's pure non-woven. Эта коллекция выпущена только на флизелине. And we can do direct print on this soft И knife. прямая печать по флизелину. То есть для винилофобов. Если вы потрогаете, вы почувствуете тоже, что рельеф тут присутствует. Да. И очень крутые цвета всей коллекции. И вот это тоже в цветах, вот она очень интересно будет смотреться фоновыми, при этом с акцентом. Вот это вот прям вот очень крутые. Прям, мне кажется, вот они для России должны быть. Темные цвета, они тоже Темные, вообще- хорошие. Мы видим сейчас на выставке очень много хороших темных цветов. And then last but not least, the Eco Deco, which is an ecological wallpaper, so there's no PVC, as you know already, I think. And what I did in this book is the 4 trends we made in one book together, because here it's the quality of the product which is important and how the product is made. And we put it all 4 trends in one book. И последняя, но не самая простая коллекция, как сказал Питер, это коллекция Eco Deco Essentials, которая основана на материале, в котором нету ПВХ. И в этой коллекции были объединены 4 тренда, которые сейчас существуют на рынке, но все они представлены в более экологическом варианте исполнения с точки зрения материала. So that's why when you open the book, we start
First with the explanation what Ecodeco is important for. Каталог начинается с объяснения, что такое экодеко-технологии и в чем ее преимущество. Second is we start with the tropical theme. Начало каталога — это тропические мотивы, очень красивые обезьяны, Цветы однотонные с бабочкой. цветы. Second, that's бабочками. already the second is Они очень the красиво masterpieces, the floral designs. Следующая, вторая часть каталога — это цветы и представление цветов в различном исполнении в совокупности с разными фонами, как вы это и видите. Это абсолютно разное исполнение цветов, и, наверное, каждый найдет для себя то, что ему нравится. И так ощущение, что разные времена года. Да. И Разные времена. климатические пояса. И опять go to the к модерну Art Deco. ар-деко. И возвращаемся в ар-деко. Then you go to the urban style, which is the urban city. И мы видим урбанистический стиль города, что подходит для современного See a lot in урбанизма. New York and lofts style. Нью-Йорк и лофты, которые сейчас очень популярны. Wood and stones, of course, Дерево и камень, которые доминируют в этих дизайнах. and geometrics. И геометрия. То есть весь этот каталог Экодека — это, получается, микс всех трендов. It's a mix of It's a all mix trends. of all Да. trends, yes. Неон, который вот... Если вы хотите непременно обои без ПВХ, вы, в принципе, можете тут пройтись по разным трендам и найти что-то в свою стилистику. И последняя часть каталога — это классика, Дамаск. Stripe damask. Спасибо большое, Питер, было очень интересно. Но есть еще один вопрос. Пожалуйста. Мы посмотрели каталоги, а вот это что такое? We have also in Belgium a woman which is a designer, and she wants to make her own designs, and we participate for her to help her. So she does all creation. It's her own brand, her own style. We only help her to have logistics, stock, and sending, because as you want to start as a young woman in the business, I think it's good to have someone who helps. То есть в Бельгии есть дизайнер, девушка, которая сама создает дизайны, и в данном случае компания Decaprint помогает ей в производстве, помогает в том, чтобы держать определенный остаток на складе, производить, потому что они считают, что помочь молодому человеку, который только начинает, и ему одному это сложно сделать. Поэтому они представляют некоторые дизайны на своем стенде, которые являются другого дизайнера в данном случае. А они продаются в России или нет? Или это просто как бы помощь дизайнерам? No, it's possible to buy it in Russia. She does her own distributions. Да, это можно также будет приобрести в России, когда дистрибуторы привезут это. И компания Decaprint в данном случае помогает в дистрибуции и продаже этому молодому дизайнеру, чтобы осуществить и реализовать продукцию. We love designs and we love walls. So why not helping people who are at the same? Мы любим дизайны, мы любим стены. Почему бы не помочь человеку в реализации его идей? Спасибо большое, Питер, спасибо большое, Аркадий. Ну и, наконец, в этом ролике мы завершили наш обзор обойных новинок, представленных на Хайм Текстиле во Франкфурте. Ну, как обычно, колокольчик, лайки, не забывайте. Мы вернемся к вам скоро. Потому что у нас есть еще очень много, что мы можем вам рассказать не только об обоях. Пока-пока.